Здравствуйте. Очень рада вас видеть сегодня. Мы тоже. Причина того, что мы сегодня к вам пришли в гости, заключается в том, что в скором времени пройдет огромная вечеринка Korean Music Party. Может, расскажете вкратце, что планируете, какие планы? С радостью. В этот раз мы решили немножко поменять концепт, и, наверное, не будет никакого батла, как в прошлый раз было, танцевального, вокального, хотя еще не точно. И решили немножко разнообразить шоу-программу, что это было не две песни от Nighty One, а большое фееричное шоу, где они танцуют, поют. Это приглашенные гости группы Alem Star, которые заняли некогда первое место в конкурсе в Южной Корее, каком-то K-pop cover, кажется, они пели. И выиграли, эти ребята будут. И будут, кто еще будет у нас? И призы, сделать упор на призы, чтобы почти каждый, кто придет к нам на пати, получил что-то. Это будет сертификат от салона красоты на стрижку, укладку, макияж и прочие процедуры. Это будет скидка на обучение в лучшей модельной школе южной столицы, где учат быть телеведущими, моделями, и некоторые девочки даже могут стать телеведущими канала Музон. И мы будем разыгрывать еще и от K-pop магазина Toffee Style одежду, сертификаты на покупку одежды. Ну, все это будет случайно по билетам. Вот. То есть каждый желающий может участвовать? Конечно, вы заходите, вам дают билеты. Билеты в Лототрон, что все было очень честно и справедливо. Вытаскиваются номерки и озвучивается, кто что выиграл. Вот так. Понятно. А на протяжении скольких лет эта вечеринка уже организовывается? Именно эта вечеринка, это уже седьмая. Иногда мы 2 раза в год делали вечеринку, 3, поэтому вообще в общей сложности это 7-я вечеринка Korean, именно под брендом Korean Music Party. Первая была в далеком, я не вспомню даже, в 12-13 году. Одна из самых успешных. Но все-таки прошлогодняя вечеринка, которая была вот в феврале, перебила все. Это была самая масштабная. Благодаря Nighty One. В чем заключается сама цель данного проекта? Ну, в первую очередь, это, конечно, популяризация кей-поп музыки, потому что Музон — это единственный канал в Казахстане, который продвигает кей-поп, который дает слушателям и зрителям дать именно контент, потому что есть спрос огромный у казахстанцев, у фанатов корейской музыки, но никто не дает предложения, почему-то все очень как-то реагируют на кей-поп негативно. А мы решили дать кей-поп в эфире, проект рейтинговый кей-поп чарт у нас есть, знаете? Да. Это на протяжении уже долгих лет один из самых рейтинговых проектов на Музоне. Его смотрят, его любят, голосуют. Поэтому мы делаем то, что люди хотят видеть. Кей-поп-вечеринки многие организовывали, но по уровню, по качеству все-таки это делают либо подростки, это не так уровнево. А так как мы музыкальный канал, нам проще сделать это как-то на должном уровне, что ли, позвать артистов. И денег на этих кей-поп-вечеринках особо не заработаешь, поэтому многие думают, что мы там деньги гребем. Нет, это все-таки скорее имиджевые мероприятия канала Музон. По чьей инициативе зародилась мысль о создании данного проекта? Серж Позитив, Дмитрий Шок и Евгения Таранова. 3 человека. Мы сидели у нас дома, я, Евгения и Серж Позитив. Вот так вот думали, давайте что-нибудь сделаем веселое, жизнь скучная, давайте сделаем что-нибудь веселое. А у нас на Музоне заказывали кей-поп. Давайте сделаем кей-поп-вечеринку. Кто-то сказал, Сережа, Korean Music Party. И все, так и повелось, Korean Music Party. Сделали мы первую вечеринку. Просто решили сделать. И пришли на Музон, мы здесь работали, мы пришли к нашему шефу. Поддержите нас, он такой, супер, поддержу. Поддержал, первая вечеринка состоялась очень круто, и мы поняли, что это работает, что людям нравится, и давайте делать дальше. Что дает участие группы Nighty One данному проекту? Именно Korean Music Party, ну, последний раз Korean Music Party трансформировалась в K-pop немножко, потому что Nighty One там появились. И что они дают? Они дают приток дополнительных людей, фанатов, поклонников группы, потому что Nighty One сейчас, по моему личному мнению, самый популярный проект Казахстана, музыкальный. Поэтому у них есть своя армия поклонников, фанатов, и на них приходят люди. Но при всем при том, на K-pop Party продолжают приходить те, кто любит только K-pop. То есть, конечно, процентное соотношение, что большинство приходит посмотреть на Nighty One, но и остались те, которые приходили на наши вечеринки, когда артистов никаких не было, звезд никаких не было, были просто K-pop музыка. И когда все это в скопе, K-pop музыка, конкурсы, призы, подарки и Nighty One, получается что-то идеальное. Понятно. Давайте вернемся снова к Korean Music Party.
Что ожидать на этом шоу? Сколько программ вообще будет? Программа будет пообширнее. В прошлый раз они пели 2 песни, теперь у них есть мини-альбом, и они исполнят все треки с альбома. Плюс хореография, будет упор сделан на хореографию. Они будут танцевать, кажется, шоу-балетом. Мы хотим сделать реально большое шоу на тело. И Алим Стар исполнит самые яркие кей-поп-каверы песни. Ну и упор все-таки. Упор на 91 по-любому идет. Ну и решили еще побольше призов, подарков сделать. Каких-то хороших. Вот. Понятно. А ожидаете ли фан-сайн, фан-митинг? Это сейчас стадия обсуждения с Ербулатом, но Ербулат изъявил желание, кажется, он хочет это организовать. Поэтому мы сейчас вот еще до пати ровно 10 дней осталось, и мы до сих пор обсуждаем, до сих пор приходим к консенсусу, до сих пор что-то думаем, продумаем. Еще и время есть, несколько дней у нас. По-моему, будет. Не могу утверждать, но Ербулат хочет это сделать.